Повесть Айтматова «Первый учитель» несколько раз становилась основой для фильмов и спектаклей. По ее мотивам рисовали картины и создавали скульптуры. Накануне, в день рождения писателя «Первого учителя», показали в цирке. Своими впечатлениями делится Елена Ткаченко. Самый большой учитель. В успех задумки никто не верил, ведь произведение «Первый учитель» совсем не о цирке, но акробаты и каскадеры успешно воплотили в жизнь замысел режиссера. Сейчас удивляется, звонит, говорит, как это первый учитель ставят. Они говорят, понимают, что в театре там, ну как это цирк, это невозможно. Я говорю, наоборот, возможно. В цирке есть много возможностей. Поэтому театр, цирк, мы их соединили. Вот это самое произведение Чингиза Айтматова «Первый учитель» мы связали нашим временем и цирковыми жанрами. Отточенные движения и захватывающие трюки артистов завораживали. Но, как оказалось, непрофессиональным актерам было тяжело вжиться в роль. Упорно трудились, так как нам было сложно исполнять эти роли, потому что раньше мы не исполняли такие актерские роли. Мы не проходили актерское мастерство, Да. У нас нету в цирке этого искусства. Я буду исполнять Алтынай, буду летать. Я воздушная гимнастка, и этот номер я с 14 лет работаю, и из-за этого сейчас номер готов, мы только спектакль тренировали. Но все же для исполнителей главных ролей это прекрасный опыт и интересный эксперимент. Сыграть Дюшена – это было очень тяжело, потому что передать эту эмоцию, все его движения. Когда ты выходишь на манеж, и тебя аплодирует весь зал, это неописуемое чувство. И когда ты слышишь их, как они аплодируют, ты больше вживаешься в роль, мне кажется, по мне. Самое главное, что зрители остались довольны. Я люблю цирк, мне сегодняшнее представление очень понравилось. Я рад, что сюда попал. Мне, да, очень сегодня понравилось представление. Премьера постановки состоялась на арене государственного цирка в день рождения Чингиза Айтматова. Но артисты обещают, что покажут свою работу для широкого круга зрителей еще не раз. Елена Ткаченко, Оскар Улан-Улу, Общественный, Первый канал.